Неожиданная и довольно тревожная новость есть для нас у российских ученых. Освежитель воздуха, который наверняка есть и в вашем доме, опасен для здоровья и даже для жизни. Производители сегодня предлагают нам самые неожиданные ароматы для дома. Например, запах свежевыстиранного белья, только что сваренного кофе, я уж не говорю о банальных морских бризах. Но вот факт. Чуть ли не каждую неделю приходят сообщения о случаях гибели людей, надышавшихся освежителем воздуха. А недавно Роспотребнадзор остановил работу подмосковного завода бытовой химии. Сообщалось, что продукция опасна. Наш репортер Архан Мустафаев изучил вот этот текст, что пишут на флаконах, такими маленькими буквами, что их в лупу не разглядишь, и выяснил, насколько опасны ароматные спреи. Может, прямо сейчас их выбросить? Они обещают один пшик, и вот вы среди альпийских лугов, соснового леса или на берегу моря. Пенсионерка Тамара тоже захотела запах Альп в своей тесной хрущевке. Модно было, рекламировали разных покупающих этих. Вдруг я почувствовала, что у меня очень здорово появились насморк. Следом головная боль, сонливость и жуткая аллергия с сыпью на коже. Я вот так вот не могла заснуть. Вот так вот вся чесалась. Сначала думала, не то съела. Спустя 3 недели врачи сказали, это реакция на один из компонентов ее освежителя. Вот что такое освежитель воздуха. Бутан вызывает удушье и сердечную аритмию. Метилизотиазолинон приводит к дерматиту. Или вот пропан вредно действует на нервную систему. А ведь есть еще много компонентов, о которых упаковка просто умалчивает. Вредности, связанные с дыханием растворителей органических. В Росконтроле уверяют, компоненты освежителя могут вступать в химическую реакцию с веществами из канализации и образовывать новые соединения, которые могут оказаться ядами. Так о чем же умалчивают производители свежести? Вот супермаркет в центре Москвы. Свежесть утра, ландыш, аромат после дождя. Кто-то этим пользуется каждый день. Проверим, как это влияет на здоровье, если распылить их в обычной квартире. С экспериментом поможет известный эколог Александр Кукса. В его чемодане специальное оборудование. Аппарат для проверки воздуха готов. Можем начинать. Да, но для чистоты эксперимента нам надо одеть маски и закрыть дверь. На старт, внимание, распыляем. Пара нажатий клавиш, и проба воздуха взята. И благодаря этому мы уже сможем посмотреть, что и насколько превышало предельно допустимые концентрации. Результаты ужасают. На графике, который выдал аппарат, видно, содержание бутана превышает предельно допустимые нормы почти в 2 раза. Но это не все. Аппарат нашел во взятой пробе то, чего нет на упаковке. Например, изопропиловый спирт. Это наркотик, по действию напоминающий этиловый спирт. Он вызывает раздражение глаз, дыхательных путей. Если он попадет в печень, то превратится в ацетон. Это может привести даже к летальному исходу. Формально производитель не нарушает закон. Как выяснилось, часть компонентов он может скрыть, написав на обороте всего 3 буквы. Здесь указано ПАВ – поверхностно-активные вещества. Но какие именно, здесь не указывается. Главный совет эксперта – освежитель совсем не обязательный атрибут вашего быта. Ведь что бы ни говорил производитель об устранении запаха, это всего лишь рекламная уловка, которая может стоить вам здоровья. Они не очищают воздух. Они своими отдушками, растворителями и так далее, они просто заглушают неприятный запах. Даже загрязняют, по сути. Да, и по сути они только увеличивают содержание других веществ в воздухе. После случившегося пенсионерка Тамара и вовсе решила перейти на все натуральное. Купила домой побольше цветов. Теперь ее хрущевка хоть и пахнет вместо Альп геранью, зато спина не чешется. Архан Мустафаев, Николай Саватеев, Иван Малышкин, Екатерина Смирнова, Закир Ансаров и Кристина Гершвельд. Анатомия дня. Вот такая сегодня ароматная анатомия дня.